Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире НВК Саха, программа «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и актуальной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале выпуска давайте сразу обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным у Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в центральных Улусах в 6 часов утра плюс 13, плюс 14 днем, плюс 16, плюс 20. Заречье плюс 12, плюс 15 утром и днем плюс 19, плюс 20. Южные Улусы плюс 14, плюс 15 утром, а днем плюс 18, плюс 21. Вилюйские Улусы плюс 9, плюс 13 утром и плюс 19, плюс 20 днем. Нижнеленские Улусы плюс 8, плюс 9 утром и плюс 16, плюс 18 днем. Западные Улусы плюс 11, плюс 15 утром, ну а днем плюс 20, плюс 23. Колымо-Индигирские Улусы плюс 7, плюс 10 утром, ну а днем плюс 7, плюс 13. Янские Улусы плюс 4, плюс 10 утром и днем плюс 8, плюс 14. Северо-западные Улусы плюс 4, плюс 10 утром и днем плюс 6, плюс 7. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Днем ожидается плюс 19, плюс 21 градусов. Сегодня, 12 августа, во всем мире отмечается День молодежи. Этот праздник призван напомнить о роли молодых людей в создании и развитии мира. И этот замечательный праздничный день мы хотели бы начать с разговора с молодыми активными людьми из нашей республики, которые пробились в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Итак, с нами на связи региональный оператор проведения данного конкурса у нас в республике Валентина Сметанина и, собственно, сам участник этого всероссийского конкурса, а именно полуфиналист Евгений Амбросьев. Ребята, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, сразу хочу поздравить вас с Днем молодежи и хочу выразить благодарность за то, что вы столь активны и прославляете нашу республику на всю Россию. Итак, если говорить об этом конкурсе «Доброволец России-2020», что же из себя представляет этот конкурс и кто в нем принимает участие? В 2020 году отмечается уже десятилетие этого проекта. Проект направлен на развитие добровольческих инициатив по Российской Федерации, на территории Российской Федерации. В этом году появилось очень много направлений, более 10 направлений. И уникальность этого проекта в том, что в этом грантовом конкурсе могут участвовать с 8 лет до 80. Все возрастные категории. Да. Из нашей республики подали заявку более 350 человек на участие, но прошли до полуфинала только 15 человек. И эти 15 человек, вот наши уважаемые полуфиналисты, всем пожелаю доброго утра, тем, кто сейчас смотрит. Они, чтобы пройти до финала, им нужно заполнить 2 блока электронных заданий. Электронные задания нужно заполнить до конца ноября. Ну и вот у нас, собственно, принимает участие в разговоре, в нашем утреннем разговоре один из 15 полуфиналистов из Якутии. Евгений, пожалуйста, расскажи о своем проекте, как велась работа и почему ты выбрал именно эту идею и реализовал этот проект. Еще раз добрый день. Моя идея заключалась в том, что, начнем с того, что мой проект называется «Интеллектуально-образовательная игра «Медицинский квиз». То есть мы с командой волонтеров-медиков по республике Саха-Якутия проводим интеллектуальную игру, начиная с прошлого года осени, лета. Кажется, с лета мы уже проводим эту игру каждый четверг, то есть каждую неделю. И эта игра уже такая, эту игру уже люди знают. Там участвуют многие возрастные категории, то есть у нас каждый раз темы разные. И мне показалось, что эта тема очень интересная, чтобы через интеллектуальные игры развивать нашу молодежь, наше население, чтобы через такие игры освещать медицинское добровольчество,
всякие вот дни, которые приурочены к какому-нибудь заболеванию и так далее. Я сам являюсь студентом Якутского медицинского колледжа, и то есть мне сама вот очень интересна медицина, вот хочу поделиться вот теми знаниями, которые я тоже знаю. Ну, как я понимаю, даже вот из названия, да, проекта Медиквиз, значит, речь идет об Мгм. интеллектуальном конкурсе именно, который через игру будет развивать какие-то вот знания именно в этой области, да? Ну вот ты говоришь о том, что Да, 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 данный да. проект уже, он как бы реализуется, он уже проводился много раз. Вот если говорить о цифрах, Мгм. вот где и когда вот проводились игры по этому квизу и какой отклик, вот сколько людей приняло участие? По общим подсчетам, вот начиная с лета 2019 года, в нашей игре участвовали более 1000 человек. И каждый раз, то есть каждая игра насчитывала около 30 человек. И, то есть наша игра каждый раз проходила в юбилярном клубе «Лиман», который находится в торговом центре «Палладиум». Ну, то есть мы постоянно выкладываем посты, афиши, то есть где она будет проходить. И довольно много людей проходит, да. Это, оказывается, реально интересно, и мы были реально в шоке. Мгм. Ну, Как, можно так сказать, чтобы разгораться свой досуг. да, я думаю, действительно, любой квиз, он всегда интересен, да, тем более в Якутске, в республике у нас квизы на любую тему продолжают набирать популярность. Валентина, вот что касается регионального этапа, да, как если вести аналогию с соревнованиями, сначала идет у нас региональный этап, потом финальный, вот дошли до решающей стадии, да, этого замечательного конкурса. Как прошел региональный этап и вот можно ли выделить какую-то тему, которая была особо интересной для вот представителей нашей республики? Ага, региональный этап проходил в апреле этого месяца. То есть мы собрали команду экспертной комиссии, и экспертная комиссия вот, оценивала 6 человек из экспертной комиссии, оценивала каждый проект. Каждому проекту присваивался свой балл, свой проходной балл. И мы все проекты по баллам расставили, и также он проходил экспертизу у федеральных экспертной комиссии. Вот. Так из 300 человек до полуфинала прошли 15 человек. Ну, То есть 15. еще Мгм. вот был еще этап, то что вот помимо экспертной комиссии был еще у участников свой этап, где нужно будет заполнить некоторые задания. Кто-то справился, кто-то не справился. Вот Мгм. так тоже вот отсеивались участники. Ага. Ну вот, если говорить о полуфиналистах, да, из нашей республики, в полуфинал всероссийского конкурса, хотелось бы отметить, вот, Да. как мы уже говорим, 15 человек прошли, и в числе которых вот у нас, собственно, Евгений, да. Что касается полуфинала, 1/2, когда состоится данная М. стадия, и вот вы говорили о том, что участники готовятся, да, к полуфиналу, как идет подготовка? Мгм. Сейчас до Можно 10 немного? августа Ага. к ним пришли свои первые электронные задания, на выполнение которого есть у них в запасе целый месяц. Мгм. После идет уже заполнение второго этапа, второго электронного задания. То есть полуфинал длится до ноября месяца. Потом уже идет апробация и выявление победителей. Имена победителей будут известны 5 декабря на Международном форуме добровольцев в городе Москва с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина, где наш президент вручает премию «Доброволец года» лучшему добровольцу из участников проекта. Ну, то есть будет выявлен лучший из лучших, и на это звание у нас претендует Евгений. Евгений, расскажи о том, как у тебя идет подготовка к полуфиналу, какие чувства и эмоции в преддверии вот 1/2. Подготовка к полуфиналу идет полным ходом, то есть реально нам каждый день отправляют задания, такие испытательные задания, которые мы должны выполнить. То есть это такие тесты, это могут быть
какие-нибудь документы, которые мы должны заполнить в очень такие короткие сроки, это вполне часто бывает. Мы должны сейчас добавить вот свой календарный план, свою смету расходов и так далее. Вот. Ну, подготовка идет полным ходом. И нам сказали то, что вот дальневосточный этап, то есть это уже полуфинал сам будет проходить на окружном форуме добровольцев, который будет проходить в городе Владивостоке. Скорее всего, она будет проходить в онлайн-режиме. Ну, то есть нас пока вот оповестили о таком. Ну вот, Евгений, если говорить о твоем проекте, да, вот о вашем проекте, вот Медик Квиз, какие же планы есть касательно этого проекта после завершения конкурса? После завершения конкурса, конечно. То есть в нашем проекте существует такая идея, как мультипликативность. То есть мы хотим это вот уже проводить в других регионах через другие региональные отделения волонтеров-медиков. То есть региональное отделение волонтеров-медиков находится по всей России, во всех 85 субъектах Российской Федерации. И мы хотим это уже вот, как сказать, раздавать свою идею, чтобы они тоже проводили в своем регионе. Ну что ж, ребята, большое спасибо, что приняли участие в нашем разговоре. Я еще раз поздравляю вас с Днем молодежи и желаю вам того, чтобы вы оставались такими же активными и успешными. Дорогие друзья, напомню, с вами на связи были организаторы и участники Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». По итогам предварительного этапа в полуфинал вышли 15 якутян, я напомню. Ну а сейчас мы после короткого ролика вернемся и продолжим наш эфир. С вами по-прежнему передача «Новый день». Продолжаем наш эфир. Друзья, в Якутске стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака под названием «Онкопоиск». О том, как же работает этот проект, нам расскажет главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Лена Николаевна Афанасьева, а также хирург-онколог Якутского республиканского онкологического диспансера Петр Владимирович Никифоров. Итак, доброе утро. И сразу хочу спросить, вот, когда стартовал данный проект и что он, собственно, из себя представляет? Доброе утро. Акция, вот этот проект стартовал в этом году и буквально уже на этой неделе. Этот проект очень уникален по-своему, потому что в прошлом году, я думаю, что все жители республики помнят, что была такая акция «Онкологический поиск», «Онкопоиск». Ее инициировала глава республики, Министерство здравоохранения республики, и акция имела очень хорошую результативность. Порядка более 62 тысяч человек прошло ее. И, конечно, имела очень хорошую эффективность, потому что были выявлены онкологические процессы на ранних стадиях. И это очень хорошо, потому что все-таки наши пациенты потом уже получили очень хорошее лечение. И в этом году, конечно же, планировалась эта акция, но сами все знаете, что вот ситуация с COVID-19, она внесла свои коррективы, и мы стали разрабатывать несколько в другом варианте «Онкопоиск. Новая реальность». И очень здорово, что в национальном проекте здравоохранения региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» изначально у нас планировалось создание программы «Регион специфического скрининга» по 6 основным локализациям. И, собственно, мы разработали эту программу, уникальное веб-приложение, которое, в общем-то, идет на выявление, раннюю диагностику онкологических процессов
по 6 основным локализациям рака, которые у нас идут в структуре нашей заболеваемости. Мгм. Ну что ж, действительно, действительно очень важно, да, на ранней стадии это выявить. Вот хотелось бы спросить у Петра Владимировича, кто же входит в группу риска? Кому рекомендовано обратиться за помощью, да, к вашим специалистам и даже если нет никаких подозрений про группу риска? Доброе утро, уважаемые телезрители. Хотелось бы сказать, что на первом этапе идет рак легкого, группа риска, которая является, конечно же, важной, является курением. Да? Стаж курения, это высчитывается специальным калькулятором по одной пачке, сколько лет, и высчитывается таким образом, формируется группа риска. Соответственно, наш скрининговый тест, они включают в себя не только раннюю диагностику, но и включают в себя малые симптомы заболевания. Поэтому таким образом уникальные анкеты созданы и формируется группа риска. По другим заболеваниям, конечно, группы риска своего рода разные. Если мы берем это рак печени, да, это носительство вирусного гепатита Б и С, это тоже является группой риска. По колоректальному раку это наследственность, важную роль играет, да, и тоже является группой риска. Как мы создали анкеты? Анкеты были созданы благодаря всем международным исследованиям, на которых имеются хорошие скрининговые технологии, которые реально могут позволить выявить болезнь на ранних стадиях или когда его вообще в общем нет симптомов заболевания. Поэтому группы риска формированы, как по всем международным стандартам. Мгм. Лена Николаевна, хотел бы спросить у вас, говорим о том, что пилотный проект, да, он уже работает, и хотелось бы поинтересоваться, что же вообще входит в этот проект, и что нужно сделать для того, чтобы пройти обследование? Но этот проект, он в виде веб-приложения, он очень уникален и, собственно, очень прост. В 3 шага можно пройти. Значит, первое, нужно зарегистрироваться обязательно. Далее идет анкеты. При этом, значит, вначале мы все-таки берем локализацию опухоль легкого, рак легкого, да, потому что это все-таки та патология, которая на первом месте в структуре заболеваемости и смертности населения нашей республики по онкологии. И, значит, первый проект, он идет только по опухоли легкого до 1 октября. Далее будут уже другие анкеты открываться, и далее можно будет уже по другим локализациям обследоваться. При этом мы, значит, проводим анкетирование, это второй шаг, и по результатам анкетирования, если есть факторы риска, которые способствуют возникновению онкологического процесса или ракового процесса, то идет уже возможность выбрать время для проведения скрининга. Что такое скрининг? Обычно спрашивают, непонятное слово, да? Скрининг – это просеивать. То есть мы просеиваем, мы смотрим, и потом более углубленно обследуем. И, значит, по раку легкого обследования идет, это как раз является скринингом низкодозная компьютерная томография легких. И, конечно же, берем онкологические маркеры. Далее результаты все поступают в личный кабинет того человека, который проходит это анкетирование. И уже там видно, следует ли углубленно обследоваться, либо раз в год. Ну что ж, благодарим вас за то, что нашли время и приняли участие в нашем разговоре. Желаем вам удачи в реализации данного проекта. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас мы предлагаем вам перейти к теме спорта. Ведь спорт продолжает потихоньку возвращаться к прежнему режиму, значит, нам есть о чем вам рассказать. Мы подготовили обзор спортивных новостей, давайте посмотрим. Новый руководитель Всероссийской Федерации легкой атлетики будет избран 30 ноября текущего года. Такое решение было принято на заседании президиума организации. До выборочной конференции обязанности президента будет исполнять Евгений Юрченко. Также в ходе заседания было отмечено, что работа по выплате штрафа World Athletics идет в намеченном графике. Напомним, Международная ассоциация в марте оштрафовала ВФЛА на $5 миллионов за причастность прежнего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко и обязала выплатить штраф до 15 августа. В противном случае ВФЛА лишится членства в международной организации.
Главный арбитр матча РПЛ между «Спартаком» и Сочи Василий Казарцев признал, что оснований не назначать пенальти в конце встречи в ворота московского клуба было больше. Напомним, игра первого тура завершилась в ничью со счетом 2-2. Оба мяча сочинцы забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. Сразу после матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его команда снимается с турнира в знак протеста. Однако этого до сих пор не произошло. Департамент же судейства РФС признал, что Казарцев допустил ошибку в моменте со вторым пенальти и заявил, что все арбитры данной встречи пройдут проверку на полиграфе. Боксерский поединок между бывшими чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим перенесен на 28 ноября. По изначальному плану бой должен был пройти 12 сентября в США. Сообщается, что встреча была перенесена по инициативе команды Тайсона. Регламент же поединка остается прежним. Спортсмены проведут 8 раундов. Сейчас Джонсу, завершившему карьеру в 2018 году, 51 год. В его активе 66 побед и 9 поражений. Тайсон провел последний поединок в 2005 году. Сейчас ему 54 года. На его счету 50 побед, 6 поражений. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. Перейдем к событиям в мире якутского спорта. Артур Бурцев вошел в число призеров бегового полумарафона «Северная столица». Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования, участниками которых стали порядка 5000 человек, прошли в Санкт-Петербурге. Якутянин финишировал вторым в дистанции 10 километров, показав результат 30 минут и 2 секунды. Отметим, что Артур Бурцев отстал от победителя забега Вячеслава Шаламова на 5 секунд. Жокей из Якутии Спиридон Тимофеев и его жеребец Нордсейвер одержали победу в скачках, прошедших в московском ипподроме. Как сообщает «Спорт Якутии», Нордсейвер первым пересек линию финиша в забеге на 1200 метров. Для жеребца, купленного в прошлом году на аукционе в США, эта победа на столичном ипподроме стала первой. А вот жокей из Амгинского Улуса Спиридон Тимофеев на этих соревнованиях побеждает уже в 3-й раз. Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болобун. Алмаз кредит сервис. Үп карчы боп рохыгар. Сөпте коруй. 5 миллионга тия потребительскай соемнар. Түрген табыгастак Алмаз кредит сервистен. Бага саналаргытын олоққо киллерин. Друзья, в Якутии продолжает набирать популярность трейл-раннинг. О том, что же из себя представляет этот вид физической активности, нам расскажет Виктор Салтыков, организатор открытого Кубка Якутии по трейл-раннингу, человек, который продвигает трейл-раннинг у нас в республике. Итак, Виктор, доброе утро. Доброе утро. Да, ну что ж, если говорить о трейл-раннинге, в чем же заключается его специфика и какова вот разница от обычного бега? Ну, в принципе, это беговая дисциплина. Заключается вся специфика в том, что дистанция проходит по лесным тропам, оврагам, ну и по пересеченной местности. То есть вот все отличие. Да, но если вот допустим, да, я захотел начать заниматься трейл-раннингом, у меня есть опыт просто бега, да, вот если я выхожу, бегаю по улицам, бегаю на стадионе, какая-то вот специальная подготовка, значит, не требуется, да? Абсолютно нет. Нужно просто соответствующая обувь, желание и выйти на природу и делать тренировки и забеги именно по лесу. Вот мы знаем то, что, Виктор, вы являетесь энтузиастом, да, продвигателем трейл-раннинга у нас в республике. Когда он, собственно, начал развиваться и вот сколько людей вот принимает участие в соревнованиях вот по этому виду? Ну, первые старты мы сделали в 2017 году пробные. Из 2018 года запустили непосредственно сам Кубок Таежной Ноября Якутии. Вот в этом году это уже 3-й год. Количество участников с каждым годом прибавляется. Если в первый год это было порядка 300 человек, то в прошлом году уже общее количество участников за все 5 этапов составило порядка 850 человек. Ну, впечатляющие цифры. Вот мы видим, да, по картинке, что действительно царит очень хорошая атмосфера, и все участники получают удовольствие, стартуя. Итак, вот, собственно говоря, вот об Кубке Республики по трейл-раннингу вы вот начали рассказывать, да, про соревнования, которые проводятся уже который год. Как мы понимаем, он состоит из нескольких этапов, и победитель, абсолютный победитель, он выявляется по итогам вот всех 5, да, этапов? Да, совершенно верно. Это 5 этапов. Они разнесены по времени
с мая по октябрь месяца. Октябрь месяц. Каждый этап имеет свое название. В каждом этапе есть на выбор несколько дистанций. Помимо дистанции есть еще дополнительные дисциплины. То есть участник может выбрать либо короткую, либо длинную дистанцию, а также может выбрать дисциплину между бегом, пешей скандинавской ходьбой, также каникросс. Вот каникросс — это вот дисциплина, которая вот бег с собакой же, да, как я правильно, если я не ошибаюсь, вот на видео мы видели то, что бежит спортсмен и рядом собака. Да, совершенно верно. Мы попробовали в прошлом году ввести эту дисциплину, но надеемся, что она будет иметь успех, и количество участников будет с каждым годом все больше и больше. Да, если говорить о Кубке Республики текущем, да, этого года, вот на каком этапе сейчас соревнования находятся, естественно, сейчас вот не можем, да, мы проводить массовые такие старты. И сколько этапов осталось, и может ли любой желающий, вот, любитель физической активности взять и начать соревноваться в этом кубке, вот, допустим, с 4-го этапа? Да, можно даже начать с 3-го этапа. 3-й этап у нас открыл свою регистрацию с 10 августа по 30 августа в онлайн-формате, как и первые предыдущих 2 этапа. Поэтому можно зарегистрироваться на сайте, пробежать дистанцию в любом месте по пересеченной местности и отправить трек на нашу почту. Соответственно, мы зачтем это в таблицу результатов. Точно так же можно зарегистрироваться на оставшиеся 4-й и 5-й этап и пройти его в данном формате, если не будет никаких изменений в ближайшее время. Ну, надеемся, что вот заключительные этапы, да, вот пройдут в нормальном режиме, да, вот. Ну и что касается трейл-раннинга в целом, вот каковы дальнейшие планы вообще по развитию данного вида у нас в республике? Ну, в этом году мы вышли в Тюмень с этим проектом. Это уже хорошо. В Тюмени точно так же стартуют. И, скорее всего, сейчас на данный момент, скорее всего, уже готовится франшиза по этому проекту. И надеюсь, что в следующем году количество регионов будет чуть больше. Поэтому стараемся развиваться, продвигаем ее на российский рынок и надеемся, что все у нас получится. Хорошо, Виктор, благодарим вас за то, что приняли участие в нашем разговоре, но мы, дорогие телезрители, прежде чем попрощаться с вами, хотели бы напомнить о том, что сейчас вот вовсю идет у нас кубок, открытый кубок республики по трейл-раннингу, но в режиме онлайн можете зарегистрироваться, как вот сказал Виктор, на сайте. Ну что ж, друзья, мы желаем вам приятного дня. Эфир продолжат мои коллеги из Сангакюль.